Девушки из Восточного Туркестана выступили с протестом против китайской тирании. Каждое воскресенье в различных районах Мюнхена активистки устанавливают стенды с фотографиями, на которых изображены лагеря пыток. Китайцы, занимавшиеся попрошайничеством на улицах Австралии, стали главной новостью австралийских каналов. На видео, выложенном в СМИ, китайцы держат в руках паспорта, а перед собой ставят таблички, на которых написано, что им нужна помощь для возвращения на родину. Наблюдатели считают, что это вовсе не нищие, а разведчики, собирающие информацию об Австралии. Австралийские полицейские взяли китайских попрошаек под наблюдение. Сторонники демократии в Гонконге выступили против полиции за грубое обращение к участникам протестов против принятия закона об экстрадиции. В организованной акции Фронтом гражданских прав Гонконга приняли участие тысячи молодых людей. Стало известно, что протестующие, начавшие шествие в виде групп с парка Виктории и направившиеся к зданию центрального правительства, были вынуждены сменить направление из-за вмешательства сил безопасности. Министр иранской разведки Махмуд Алеви сообщил о задержании разведчиков, работавших на США и другие страны. Алеви пообещал, что их имена будут объявлены сегодня. На пресс-конференции после планового заседания Кабинета министров Алеви сделал следующее заявление. «Мы вычислили агентов, работающих в различных сферах на США и другие страны. После проведения надлежащих мероприятий шпионы были переданы органам правосудия». После того, как армия стражей иранской революции захватила английский танкер, США сообщили, что для защиты американских кораблей Пентагон усилит наблюдение и разведку в заливе Басры. Заместитель министра обороны США Джон Рут сообщил, что США вместе со своими союзниками начали работать над новым проектом «Сентинел» для обеспечения безопасного прохода кораблей по Ормузскому проливу и заливу Басры.